Если мы начинаем сейчас изучать контент, значит, мы согласны с тем, что вносится законопроект о внесении изменений в Конституцию. Но мы говорим, мы не будем даже рассматривать эти статьи, насколько они правильные или неправильные. Вопрос заключается в том, имеют ли сегодня право депутаты те же самые, да, инициировать законопроект о внесении изменений в Конституцию. Задача заключается в том, чтобы остановить именно этот процесс, показать обществу, что у них этого права нет. Эта дискуссия была и в прошлом году. И в прошлом году я над этой проблемой работала, но, будучи в Конституционной палате, у меня не было возможности говорить об этом открыто. Но каким-то образом нам удавалось через НПО, через гражданских активистов доводить это до сведения людей. Вот посмотрите, в проекте закона они ссылаются на абзац 3, части 3 статьи 114. Вообще, по-хорошему, в любом нормальном государстве нормы Конституции, которые предполагают порядок изменения Конституции, они расписываются в отдельном конституционном законе. Потому что, ну, понятно, да, что это непростой закон, это Конституция, и вся вот эта процедура должна четко быть расписана в соответствии с Конституцией. Потому что Конституция предполагает только общие правила. Статья 114, да, она содержит какие-то общие принципы, но такого закона нет. Такого закона нет, хотя, по идее, он должен быть. Я даже помню, что такой закон когда-то, вот, по-моему, был еще при вакайские времена, был принят такой закон. Ссылаются на абзац 3 части 3 статьи 114. Ну, если посмотреть, экрана нету, я бы вам показала. Абзац 3 части 3 статьи 114 не работает без части 2 статьи 114. Он является логическим продолжением части 3. То есть там закладывается процедура, и часть 3 устанавливает, как эта процедура должна дальше осуществляться. Но вы знаете, часть 2 заблокирована до 2020 года. До 2020 года заблокированы именно те положения, да, самой Конституции, декретом Временного правительства, который является составной частью Конституции. Те положения, которые запрещают Джогорку Кенешу вносить изменения в Конституцию. В 2011 году Джогорку Кенеш принимает закон о народной законодательной инициативе и блокирует народную инициативу. То есть и народ не может вносить законодательную инициативу в Джогорку Кенеш об изменении Конституции. То есть это вот есть по Конституции два пути, это путь референдума и путь изменения Конституции через Джогорку Кенеш. Вот этот путь заблокирован. Этот путь заблокирован. Остается только один путь, это путь через референдум, да? Так вот, в прошлом году, когда была полемика по этому поводу, говорили, да никто не запрещает депутатам вносить законодательную инициативу. Ну тогда в чем смысл этого запрета? В чем смысл моратория до 2020 года, если у депутатов остается право инициировать изменения в Конституцию? И при этом надо четко понимать, это как бы все юристы понимают, что внесение законодательной инициативы – это часть всего законодательного процесса. Это начальная часть, первая часть, начальная стадия. Поэтому не может быть такого, чтобы мы ее вырвали, депутатам запретили вносить изменения в Конституцию, но давайте взяли и разрешили им вносить законодательную инициативу. То есть это как бы вытекает нормально из логики вещей. И теперь обратите внимание, на которую они ссылаются. Я все-таки опасалась, я думала, на какую статью они будут ссылаться, потому что в прошлом году доморощенные юристы объясняли им, что депутаты на основании статьи, которая позволяет им осуществлять законодательную инициативу, могут инициировать изменения в Конституцию, да? Но в этот раз они от этой статьи отказались и стали ссылаться на часть 3 статьи 114. Часть 3 статьи 114, там есть такая норма, которая говорит, что депутаты могут, да, там 2/3, да, депутатов могут вносить законодательную инициативу о вынесении проекта закона о внесении изменений в Конституцию на референдум. Но это часть процедуры, которая происходит в Джогорку Кенеше. Это как бы такое явление, которое в конституционном праве получило название «народная ратификация». То есть, когда парламент принимает Конституцию, сам принимает Конституцию, и тут возникает вопрос, что все-таки давайте, это очень важные вопросы, давайте вынесем на народное утверждение. И тогда
парламент может поставить, уже принятый ими закон, он может поставить еще и на народную ратификацию. И вот когда мы работали над Конституцией, вот этой Конституцией во время конституционного совещания, как раз эта норма была заложена. Я точно помню, что именно такой смысл мы вкладывали в эту норму. Но сегодня, как вы видите, эта норма интерпретируется совсем иначе. Они вырвали ее из контекста, без всякой связи с предыдущими нормами, с предыдущими положениями, вырвали ее из контекста, смело на нее ссылаются, и на основании этой нормы фракция инициирует проект закона. Вот просто хочется спросить, на каком основании? Это одно, но другое, мы все понимаем, что нельзя к Конституции относиться как к туалетной бумаге, да? Извините меня, использовал и выбросил. Конституция так не меняется, даже самый расцвет авторитаризма, я помню, что создавались рабочие группы, сначала представлялась концепция законопроекта, все это обсуждалось. Мы все знали, что там какие-то видные ученые-конституционалисты работают в этих рабочих группах. И уже потом как-то на общественное обсуждение выносился проект закона. Тем более само понятие плебисцит, всенародное обсуждение, проекта изменений в Конституцию, проекта новой Конституции, он не может занимать там, как вот в обычной законодательной процедуре, такое короткое время. Это должно быть довольно длительное время, чтобы люди создавали там различные площадки, обсуждали, разрабатывали свои предложения. Поэтому, я думаю, самый главный вопрос заключается не в том, что мы сейчас должны просмотреть весь контент и сказать, да, вот это правильно, вот это неправильно, вот это нас не устраивает. Вот правильно сказал Зайнидин Карпекович, там вообще с точки зрения юриспруденции, с точки зрения правовой науки, это полный абсурд. Вот знаете, такое ощущение, статью первую читаешь, да, это фундаментальная статья, первая статья, это вот исходная статья, которая сразу бросается в глаза. И там вот этот набор этих ценностей, такое ощущение, что просто бред, прихоти какого-то человека, они решили им придать какое-то нормативное значение, правовое значение. Вот чисто вот такое ощущение возникает. Оно еще более усилилось вчера после пресс-конференции, это уже стало понятно, что это однозначно так. Поэтому я вам предлагаю не обсуждать суть поправок, а искать вот выход из этой ситуации. Если этот процесс будет запущен, то чисто юридически какой остается путь? Остается путь обращения в Конституционную палату. Хотя, конечно, ну, я понимаю, там, вы можете там улыбнуться, да, но тем не менее, я думаю, мы должны использовать все механизмы. Есть свои субъекты, правда, не все, мы, граждане, обратиться не можем. Мы не можем обратиться. Ну, фракция должна обратиться. Какая фракция обратиться?